Мы живем в окружении знаков и символов. Они играют важную роль в нашей жизни. Вот просто денежный знак. На одной стороне мы видим тундук, отверстие верхушки юрты, через которое видны звезды, по которым ориентировались кочевники. Теперь перевернем этот листок. Вы видите птицу, символ полета, толкование. Птица нашла правильный путь. Значение символа птицы расширяется. Вот герб Кыргызстана. Белый сокол Шумкар символизирует движение, успех, победу, взгляд на мир с высоты, в данном случае с высоты духа. Наша тема – знак. Знак есть нечто воспринимаемое и обладающее значением. Это вот и есть самое широкое понимание знака. В науке оно сужается до значения предметов, обладающих определенной функцией. Вот эта функция, это значение. Ну, вот такой пример. В постсоциалистическом обществе собственный автомобиль не только средство передвижения, не только роскошь может выступать и в этой функции, но и знак общественного положения. Тут уже и марка автомобиля может играть, даже номер. Полностью смещаясь в пространство культуры, вещи становятся знаками. В самом крайнем выражении, это вещь, выставленная в музее. Там она знак самой себя. Но существуют знаки, чья функция – иметь значение и сообщать информацию. К ним относится и важнейшая система знаков. Это язык, спутники этой системы, чертежи, схемы, разного рода значки и так далее. Символика вторгается в нашу жизнь или, сейчас уже лучше сказать, служит непосредственно ее частью. Любовь – кольцо, а у кольца начала нет и нет конца. Песни этой чуть ли не полвека, а она не умирает. Тут дело не только в мелодии, но и в любви, в ее символе кольце. А вот змея, глотающая свой хвост, это символ вечности. Весьма расширительно толковал понятие знак и символ Владимир Михайлович Бехтерев. Первое его сообщение о законе символизма, он предложил такой закон, было опубликовано в 18 году. Основной принцип общения, частично руководящий поведением и человека, и животного, заключается по Бехтереву в том, что один какой-нибудь, часто даже несущественный, а иногда и крайне преображенный признак или часть предмета, явления или вообще действия, или движение, становится знаком или символом, вызывающим реакцию, равнозначную с реакцией, вызываемой цельным предметом, явлением, действием или движением. И далее у него перечисляются различные символы, начиная с пожатия плеч, символизирующего бессилие, красной розы, символизирующей пылкую любовь, и кончая орденами, которые символизируют заслуги. Под символами Бехтерев понимал знаки, изображающие часть, признак предмета, пусть несущественный, преображенный, но признак. Так, говорил он, ребенка пугают уже два пальца, приближающиеся к нему руки, выставленные наподобие рогов и символизирующие бадание. В принципе, аналогичным символом, по природе и происхождению связанным с обозначаемым явлением, выступают у Бехтерева и слова. Например, слова «скрипеть», «пилить», «свистать» Бехтерев рассматривал как звукоподражательные. В своем звучании воспроизводящие звуковой признак символизированного действия. Символику Бехтерев подразделял на мимическую, речевую, включая в нее и буквенную, и цифровую, а также двигательную, предметную, много там. Причем, если взять основу общей рефлексологии, вышедшей 10 лет спустя, на 28-м, то в ней имеются уже 2 главы, посвященные закону символизма. Из скромного дополнения он переместился в центр работы. Развит, детализирован
Если, говорит Бехтерев, индейский петух, пыхтя и распустив крылья, и подняв хвост веером, важно прохаживается около дюжины индюшек, которые ему вполне и во всем покорны, разве это не символизм в своем роде? Если человек при ненависти к своему врагу, даже не видя его перед собой, обнажает свой недоразвитый клык, искоса поглядывая в его сторону, разве это не символизм? Необходимо заметить, что символизм достигает все же высшего своего развития в человеческой речи. Здесь, конечно, много наивного. Так скажем, роза – это не просто и не только символ любви. Была, например, война алой и белой розы, Ланкастеров и Йорков. Вот на дисплее вы видите геральдические розы. В средние века зародилось учение о символических фигурах, имеющих значение для рыцарских, княжеских и королевских фамилий. Это была геральдика. Геральдика, уже отходящая в прошлое со своей терминологией, все же имеет культурно-историческое значение и свидетельствует о том, как человеческое сознание преображало животный и растительный мир в соответствии с мифологической и вообще фольклорной традицией. Конь, лев, орел – вот популярные фигуры геральдического зверинца. А вот другой знак, вы, конечно, его знаете. Немцы зовут его Гаккенкройц. А мы, да, собственно, все народы, воевавшие с фашизмом, называют его фашистский знак. Вас, может быть, удивит, что настоящий фашистский знак совсем другой. Вот он. Это связка прутьев и есть фаша. И придумали его преклонявшиеся перед Древним Римом итальянские фашисты. Немецкий фашизм возник позже. Это был национал-социализм, и из множества крестов выбран был тетраскеле. Выглядел он, как видите, несколько по-иному. Связанный с мистиками, воспевавшими таких отборных арийцев, Гитлер избрал символом свастику, знак, довольно распространенный на Востоке, но тогда еще малоизвестный на Западе. Флаг он избрал красный, социалистический, врезал в него белый круг и придал свастике динамизм, движение, поставив ее на угол. Смотрите, какой он стал угрожающий, замахивающийся, готовый кинуться вперед и ударить. Таким его и рисовали национал-социалисты на стенах Берлина. А профессор Чахотин, боровшийся в те годы с фашизмом в Германии, советовал зачеркивать его решеткой. Вот так, тюремной решеткой. Там, в конце концов, фашисты и оказались. Но они не исчезли, фашисты. У итальянских фашистов появился новый мрачный символ – черный гроб, из которого вырывается трехцветное пламя. Наиболее известный и таинственный знак – это звезда, различаемая по числу лучей. Ее можно увидеть на долларе, как пятилучевые звезды можно увидеть на крыльях российских и американских самолетов, красные и белые звезды. Пентагон, очертания военного министерства Соединенных Штатов. Говорят, что пятиконечная звезда – символ человека с распростертыми руками и расставленными ногами. Иногда традиции пересекаются. Ватерпас – эмблема Первого интернационала, и циркуль. Это эмблема одной из его секций. Они весьма близки были по форме к масонскому треугольнику. И толки о родстве этих двух организаций не смолкают до сих пор, хотя и неизвестно, как все обстояло там на самом деле. Когда-то СССР закупил в Италии очень большие партии плащей Болонья. Модники стали носить их при любой погоде, как пыльники, летнее пальто. От солнца они стали слегка коробиться, посыпались жалобы, сообщили итальянцам. Те ответили: в Италии, когда идет дождь, солнце не светит. Плащи, однако, вышли из моды, как и летние пальто. Они были недолговечные, что итальянцы быстро заметили. Тогда одна фирма стала выпускать вечные плащи. На экране вы видите сочетание математического знака, символа бесконечности и эмблемы змеи в новой эмблеме, нетрадиционной, имеющей смысл вечность, с целью использования ее для торговой марки фирмы, выпускающей особо прочные непромокаемые плащи, вечные, так сказать. Такая марка, вызывающая необходимые ассоциации,
Возможно, конечно, в среде, где существует прочное знание традиционных эмблем, символов, классических значений, замечал некогда Вильям Васильевич Похлебкин. В смыслоразличительных целях чаще всего используются два признака – число и форма. Возьмем для анализа две структуры, в сущности подобные, это армии. Одна советская, а другая норвежская. Абсолютное большинство норвежских военных 30-х годов и слыхом не слыхивали о комбригах, комдивах, комкорах, командармах рабоче-крестьянской Красной Армии. А посмотрите на знаки различия. Они же полностью совпадают во всем, кроме геометрических контуров. А в чем тут дело? Ответ прост. Реальность его подсказывает. Дело в структурной общности систем, именуемых армиями. Полки, дивизии, бригады, корпуса. Эти понятия знакомы всем военным, как знакомы им различия младшего, среднего, старшего, высшего комсостава. А вот петлицы, шевроны, погоны традиционно различаются. Но это дело традиции. А вот теперь заметьте, в знаках и символах фиксируется структура. Структура – это число и взаиморасположение частей системы. И неудивительно, что в символы преобразуются и, собственно, научные схемы и модели. Вот атом – наиболее яркий тому пример. Должны быть различительные признаки. Релевантные звукоразличительные признаки вам известны хорошо. Это, например, звонкие и глухие согласные. Бочка – почка или ДТ. Дочка – точка. Или посмотрим на буквы. Релевантные признаки сразу заметны. Тут Я, Р и Н. Положение относительно оси симметрии. Характер штрихов. Положение относительно оси симметрии и дополнительный штрих. Обратите внимание на такое обстоятельство. Вербально, словесно, объяснить, чем различаются эти знаки, можно лишь вводя одновременно представление о релевантных признаках. Какие здесь релевантные признаки? Это число звезд. Сразу отличает Сингапур от всех других знаков. Число лучей у звезды, что отличает Азербайджан 2018 года. Цвет отличает Мальдивы и Мавританию. Расположение звезды относительно полумесяца. В какую сторону открыт полумесяц. Форма полумесяца и звезды. Дополнительный элемент. Круг. Гегель видел в знаках закономерный продукт познавательной деятельности духа. Знак следует рассматривать как нечто весьма важное, подчеркивал Гегель, и отмечал, что выступающая здесь произвольность соединения чувственного материала с общим представлением имеет своим необходимым следствием то, что приходится сперва научиться понимать значение знаков. Он приводит в качестве примера кокарду, флаг, надгробный камень. В этом ряду он, между прочим, называет знаки языка. В понимании Гегеля знак есть непосредственное созерцание, представляющее совершенно другое содержание, чем то, которое оно имеет само по себе. Это пирамида, в которую переносится и в которой сохраняется чья-то чужая душа. И вот, по мнению современного исследователя, который, конечно, Гегеля читал, современного исследователя проблемы знака, продолжая это сравнение, гегелевское сравнение, можно было бы сказать, что вещь для знака – это плоть, в которой обитает душа знака, значение. Обратите внимание, ученые различают знак и значение. В символе они видят частный вид знака. Вот схема. Рассмотрим ее. Это треугольник Огдена-Ричардса. Вам обычно кажется, что слово обозначает какой-то предмет. Это неверно. Слово. А слова – это ведь тоже знаки языка. Слово имеет значение. И только через посредство значения оно может обозначить предмет. Бывает, что и человека обзывают собакой. А бывают слова, которые никакого реального предмета не обозначают. Разве есть на свете русалки? Нет, их нет. А слово «русалка» есть. И вы его отлично понимаете. Есть знак, обозначающий квадратный корень. Но есть ли отдельный такой предмет? Но знак есть только. Примеров таких много. Знак может рассматриваться в отношении к значению, это семантика.
в отношении к объекту, это сигматика, сигматически, в отношении к другим знакам или синтаксически, и в отношении к поведению или прагматически. Иногда первое и второе отношение объединяют как одно, семантическое. Под значением знака понимается, стало быть, нечто мыслительное, отраженное. Отражение, которое человек имеет в своем сознании. Посмотрим еще раз на схему. Первое отношение конституирует знак, а три последующих конституируют его использование. Во втором отношении выражается основание для использования знака. В третьем – правило его использования, а в четвертом – эффект его использования. Рассматривая знак в этом последнем отношении и считая его самым главным, Лев Семенович Выгодский показал, что к числу наиболее существенных особенностей, специфически отличающих поведение человека от поведения животных, относится автостимуляция, то есть создание и употребление искусственных стимулов средств и определение с их помощью собственного поведения. Эти искусственные стимулы средства, вводимые человеком в психологическую ситуацию и выполняющие функцию автостимуляции, мы называем, говорит он, знаками, придавая этому термину более широкий и вместе с тем более точный смысл, чем в обычном словоупотреблении. Итак, согласно этому определению, всякий искусственно созданный человеком условный стимул, являющийся средством овладения поведением, чужим или собственным, есть знак. Анализируя далее представление Павлова о сигнализации, Выгодский добавляет, что создание и употребление знаков, искусственных сигналов, это генетически новый принцип. Деятельности его нельзя противопоставлять сигнализации. Отношения между знаком и его значением довольно устойчивы. Характеристика этих отношений входит в задачу семантики, семиотики. Большинство, даже абсолютное большинство знаков образует систему, употребляется по определенным правилам. Знак, входящий в структурно-целостную и жестко организованную систему, обладает значением как ее элемент. Скажем, зеленый свет светофора приобретает свое значение только потому, что ему на смену может загореться свет красный. Существует и система, устроенная относительно свободно, и системы менее или более аморфные, в употреблении распадающиеся на отдельные знаки и группы знаков. Существуют, наконец, и внесистемные, изолированные знаки. Иногда это рудименты ушедших в прошлое знаковых систем, а чаще так называемые знаки ad-hoc. Договорились люди, придали определенное значение сломанной ветке, цветочному горшку на подоконнике, задернутым или раздернутым занавеске, включенному или выключенному свету. Все это знаки могут быть, если мы договоримся о том, какое этому значение придаем. Вообще же значение либо функционально закрепляется за знаком, либо как-то выявляется в знаке, в чувственно воспринимаемом образе знака. Сравните дорожный знак, указывающий направление поворота, изогнутую стрелу и черный треугольник на фоне круга, желтого круга. Это дорожный знак, предупреждающий водителя о пешеходах. Так различаются символы и диакритики, два основных типа знаков. Различие в использовании диакритика и символа психологически выражается в том, что закрепленное за диакритиком значение необходимо заранее знать, а о значении символа можно и догадаться. Во всяком случае, его значение легче восстановить по памяти. Символы завоевали прочное место в знаковых системах, элементы которых локализуются и воспринимаются разобщенно. Дорожные знаки. Любопытно, что при очередном изменении дорожных знаков был превращен из диакритика в символ только что упомянутый черный треугольник. Он теперь обрамляет стилизованное изображение пешехода. Он стал из диакритика символом.
Но в знаковых системах, элементы которых функционируют в отношении друг к другу и комбинируются при употреблении, в таких системах диакритики решительно преобладают. Диакритики нередко именуют условными или произвольными знаками. Эти термины допускают такое многообразие интерпретаций, что пользоваться ими приходится с большой осторожностью. Впрочем, остается бесспорным, что значение, закрепленное за диакритиком, не имеет ничего общего с его чувственно воспринимаемой материальной фактурой. Диакритиками принято считать и знаки языка, конечно, исключения есть. Отсутствие какой-либо внутренней общности между значением и звучанием слов подтверждается хотя бы тем, что различные по значению слова могут звучать совершенно одинаково. Так, в современном русском языке 6 разных по генезису и семантике слов имеют одинаковое звучание. Бор – сосновый и еловый лес, растущий на сухом возвышенном месте. Или стальное сверло, употребляемое в зубоврачебном деле. Бор – отсюда бормашин. Бор – лов, собирание, отсюда были бортники, сборщики меда. Бор – первый элемент третьей группы периодической системы Менделеева. Бор – приливная волна у берегов муссонных морей. И, наконец, бор – это род растений семейства злаков. Если в некотором данном языке имеются слова разные по значению, но тождественные по звучанию, то сопоставление различных языков позволяет обнаружить большое число слов тождественных по значению, но разных по звучанию. По справедливому замечанию Фердинанда де Соссюра, факт существования различных языков уже сам по себе свидетельствует о диакритической, произвольной природе языковых знаков. В его терминологии диакритической природе соответствовала произвольность языкового знака, качество, которому он придавал чрезвычайно важное значение. Принцип произвольности знака никем не оспаривается, но часто, гораздо легче открыть истину, нежели отвести ей подобающее место. А ведь этот принцип произвольности знака, подчиняет себе всю лингвистику. Возьмем в качестве примера буквы. Вот смотрите, в русском это звучит В, в немецком это звучит Б. А в русском звучит А, в немецком тоже звучит А. Как видите, значения различаются. Впрочем, отсюда не следует, что форма знака всегда произвольна. Тут мотивация есть. Переверните А, и вы увидите рогатую голову быка. Корни звучания А связаны с древним наименованием быка. Знаки чаще всего упрощенно, схематизированно отображают реальность, и их значение имеет отвлеченный, общий характер. Вот это не просто пожатие рук, а символ единства и дружбы. А это фригийская шапочка. Это символ свободы в различных странах. Тут корни значения исторические. Изображение, воспринимаемая часть знака, может копировать одни или те же сходные предметы, а значение может быть совершенно разное. Вот смотрите, рожок или труба могут символизировать и древность рода, и почту, и быть эмблемой славы, а могут вообще означать просто гудок. Знаки очень похожи. Значение надо знать. На знак, конечно, влияет смысловое представление о том, что символизируется. Вот радуга, счастливое будущее для переживших бури и ливни всемирного потопа. А может, просто рог изобилия, из которого сыплются символы этого счастья, золотые монеты. Вполне рыночное представление счастья. Знаки обладают так называемым силовым полем, полем воздействия. Различают два типа силового поля знаков. Локальное и генерализованное. Локальное силовое поле создается в данных конкретных точках пространства, чтобы стабилизировать коммуникативную ситуацию в соответствии с заданным эталоном. Знаки уличного движения, транспаранты, плакаты, вывески. А генерализованное смысловое поле создается в результате работы
централизованной направляющей системы. Для такого силового поля характерно реплицирование, то есть воспроизведение по образцу определенного набора знаков. Вот радио, телевидение, пресса – это как раз средство организации генерализованного знакового поля. От печатной машины, от телестудии, от микрофона идут к конкретным людям идентичные сообщения и изображения. Если локальное поле создается в местах возможного сосредоточения коммуникантов, а иначе зачем вывешивать знак, то генерализованное знаковое силовое поле является распределенным. Иными словами, основное сообщение просто как бы повторяется для каждого коммуниканта. Подводится к нему по каналу передачи. У замечательного писателя и поэта Андрея Белого описан один игрок, который сидит и размышляет, существуют ли козыри сами по себе. Нет, только в игре. И то одна масть, то другая. Их наделяют этим свойством. Возьмем шахматы. На 8-й горизонтали, если до нее дойдет пешка, она может быть наделена свойствами королевы. Игра моделирует феномен наделения, который существует в жизни. Это значение, которое существует в умах участников игры, участников общественных процессов, у влюбленных, наконец, очень сильно выражено. Люди придают значение. Допустимо, что формирование потребности в наделении связано с использованием различного рода знаковых средств. Применяя их в целях общения, индивиды интериоризируют ряд особенностей, присущих знаковым системам, и эти особенности влияют на отношение индивида к тем реалиям, которые сами по себе не обязательно носят знаковый характер, но в какой-то ситуации, какой-то стороной поворачиваются и выполняют для группы знаковую функцию. Интимная близость наделения к обмену выводит его в сферу денежного обращения. Денежным единицам присваивается властное и мистическое значение в мире чувственно воспринимаемых реалий. Абстракция и чувственное восприятие глубинно связаны. Это удачно и очень своевременно выразил Виктор Пелевин, описав богиню богатства и власти, которую лишили тела и опустили чисто до понятия. Она стала золотом, но не просто металлом, а в переносном смысле. Короче, она стала тем, к чему стремятся все люди, но не просто грудой золота, которая где-то лежит, а всем золотом вообще. Ну, как бы идеей. И человек, который смотрит в наделенное функцией глаза богини хрустальное яйцо, видит сильно размытое золотое мерцание. Это абстракция золота в ее последнем, чувственно воспринимаемом виде. Игровые отношения – это нередко отношения обмена, равные игровой предмет – это единица обмена. Неудивительно, что в сфере социально-информационного и социально-экономического обмена мы также наблюдаем единицы, которые могут быть наделены особым значением и символическими функциями. Вот что писал еще в середине 20-х годов Михаил Афанасьевич Булгаков о долларе. Прежде чем говорить, это один из его героев в «Беге» говорит, прежде чем говорить о $1000, я вам скажу, что такое $1. Доллар, всемогущий дух, он всюду. Глядите туда, вон там, далеко на кровле горит золотой луч, а рядом с ним, высоко в воздухе, согбенная черная кошка, химера. Он и там, химера его стережет. Затем указывает этот человек в пол. Неясное ощущение, ни шума, ни звука, как бы дыхание вспученной земли. Там стрелою летят поезда, в них доллар. Теперь закройте глаза и вообразите мрак. В нем волны ходят, как горы, мгла и вода, океан. Он страшен, он пожрет. Но в океане с сипением топок, взрывая миллионы тонн воды, идет чудовище. Идет, кряхтит, несет на себе огни. Оно роет воду, ему тяжко, но в адских топках, где голые кочегары, оно несет свое золотое дитя, свое божественное сердце, доллар. И вдруг тревожно в мире.
И вот они уже идут, их тысячи, потом миллионы, их головы запаяны в стальные шлемы, они идут, потом они бегут, бросаются грудью на колючую проволоку. Почему они кинулись? Потому что где-то оскорбили божественный доллар. Но вот тихо в мире, и всюду, во всех городах, ликующе кричат трубы, он отомщен. Они кричат в честь доллара. Вспомните, что символ доллара возник из двух геркулесовых столпов, обвитых лентой с надписью «НЕК плюс ультра». Это потом они схематизировались до знака. У Булгакова все это дано иронически. Вы должны эту иронию почувствовать. Превыше всего не деньги, не языческие богини. Деньги – мера, деньги – власть, деньги – слуга, ставший господином, и от хаоса, беспорядка деньги не избавляют. Превыше всего Бог. Одна из главнейших особенностей понимания состоит, вот вдумайтесь, в выборе из хаоса. То есть в том, чтобы найти и ограничить некоторое содержание. Хаос томителен своей беспредельностью. Бог преодолевает ее. Это и есть созидание. Бог избирает и ограничивает. С этого начинается Генезис, книга Бытия. В процессе выбора язык играет особую роль и выступает как средство наделения достоинством существования того, что только мыслимо. И не есть ли наделение неосознанное или осознанное попытка преодолеть абсурд? Философы дают на этот счет разноречивые ответы. Одно, несомненно, наделение существует. Есть так называемый список Лорана. Это список самых важных вещей на свете. Это Бог, Родина, знамя, долг, дружба, любовь, жизнь, надежда. Если внимательно в него вчитаться, станет ясно, какую огромную роль играет феномен наделения в общественной и личной жизни людей. Итак, феномен наделения выражается в мысленном присвоении объекту свойств, которые ему имманентно не принадлежат. Он возникает как интериоризированный продукт общения в процессе регуляции деятельности. Простейшие проявления феномена наделения мы можем найти в играх. Козырная масть, 8-я горизонталь, мы уже говорили об этом. Более сложные в институциональных формах общения. Например, наследование титулов, присвоение почетных и воинских званий и тому подобное. Наибольшее влияние на массовое сознание и поведение оказывает такое проявление феномена наделения, как харизма. Феномен наделения служит наиболее характерным инициальным проявлением чувства любви, имеет архетипическую природу и является убедительным подтверждением взглядов Чарльза Дарвина. В то же время в феномене наделения на социальном уровне реализуют себя архетипы совместной деятельности, ибо основным условием совместной деятельности является неравнозначность ее участников.